О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Завершается строительство детского центра «Полярная звезда» в пригородном поселке Табага. Ход работ проверил глава Якутии Айсан Николаев. Что еще предстоит сделать? Место для особенных детей. «Колибри» — это единственный стационарный, специально открытый для детей лагерь с нарушениями речи. Как ребята проводят лето с пользой. Одной из самых ярких на играх «Дети Азии» стала команда Монголии. В составе делегации 63 человека. Какие впечатления оставил Якутск у монголов? Гибкость, грация и артистичность. Посол игр «Дети Азии», олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела эксклюзивный практический семинар для юных гимнасток. А государственный цирк организовал для гостей и жителей Якутии незабываемое шоу. Местом встреч стало Талое озеро, где посмотреть на канатоходца собралось огромное количество людей. Завершается строительство круглогодичного детского центра «Полярная звезда» на территории туристического кластера «Северная мозаика» в поселке Табага. Ход работ проверил глава Якутии Айсан Николаев. Что предстоит сделать до официального открытия центра, расскажет Вероника Таюрская. Центр оздоровления и отдыха «Полярная звезда» будет вмещать свыше 5200 детей ежегодно. В день его охват составит 350 ребят. На территории здания в 12 320 квадратных метров будет размещаться 4 кластера – технологический, спортивный, медицинский, образовательный. В каждом из них будут находиться лаборатории, залы и поля для круглогодичного занятия спортом. Будет и своя видеостудия с медиацентром. Центр «Полярная звезда» станет одним из самых современных детских лагерей в России. Объект круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» строится через механизм президентской субсидии единой, через конституционное соглашение при поддержке Юрия Петровича Трутнева и Министерства по развитию Дальнего Востока. Сейчас есть небольшие проблемы с нехваткой рабочей силы. Подрядная организация и концессионер делает все возможное, чтобы увеличить количество рабочей силы и нагнать отставание работ, которые сегодня имеются. Круглогодичный детский лагерь полностью автономный, а это значит, что все коммуникации будут размещаться непосредственно на территории центра. В случае возникновения сбоев сотрудники аварийно-диспетчерской службы смогут оперативно решить проблемы. На территории центра предусмотрены канализационные очистные сооружения. Планируется собственной котельной. В настоящее время возведены корпуса лагеря, проложены инженерные коммуникации. Строительные работы продолжаются. По 5 корпусам у нас закрыт тепловой контур на сегодняшний день. По 3 корпусам, по которым имеется значительное отставание, это 6, 7, 8 корпус, мы планируем до конца августа полностью закрыть тепловой контур, соответственно, в сентябре приступить к внутренним работам. Всего у нас по комплексному зданию 8 корпусов. 4 из них это жилых корпуса, первый корпус это административный, 2, соответственно, это спортивных блока и последний 6 корпус это у нас будет центральный вход и атриум. Введение в эксплуатацию детского круглогодичного лагеря позволит увеличить охват детей, направленных на отдых внутри республики, до 51%. Само строительство планируют завершить в 4-м квартале этого года. А уже весной 2025 года Центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» сможет принять своих первых маленьких посетителей. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. Правительство России поможет регионам сократить число долгостроев. Утверждены правила предоставления регионам субсидий на завершение строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки. Субсидии будут выделяться на основании заявок, поступивших от глав регионов, которые будет рассматривать штаб правительственной комиссии по региональному развитию. Средства предоставят на основе софинансирования. Благодаря им планируется завершить работы на площадках, внесенных в Федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства. Ко дню работников морского и речного транспорта сотрудники Ленского объединенного речного пароходства, ветераны отрасли, возложили цветы у Стеллы. Это лидирующее предприятие в регионе по речным грузоперевозкам. Отметим, что речной транспорт на севере незаменим. Совсем скоро, с 20 июля до конца сентября, откроется короткая арктическая навигация. Возложение венков у Стеллы. Это Стеллу создали наши пароходчики.
в память и честь вообще нашего речного и морского транспорта. И мы всегда здесь традиционно встречаемся. И вот я говорю, что единственное место, где мы встречаемся все предприятия, которые участвуют в процессе речного морского флота у нас в республике. И эта стела нас объединяет. Чуть позже в здании ЛОРП чествовали работников морского речного транспорта. Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами Минтранса Якутии, флотскими крестами и другими наградами. Отмечено, что в республике работники речного и морского флота являются связующим звеном между административными центрами районов и селами. Они обеспечивают продуктами питания и другими необходимыми вещами отдаленные и труднодоступные населенные пункты. А школьники из многодетных семей будут ездить на автобусах бесплатно. С 1 сентября до конца мая в Якутии вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников из многодетных семей. Порядок предоставления меры поддержки утвердили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Для школьников подготовят персональные транспортные карты с возможностью использования карты жителей Якутии. Бесплатный проезд предоставляется на первые 96 поездок в месяц. С начала лета в республике открылось порядка 500 различных лагерей для детей. Один из них – летний лагерь «Колибри». Это единственный стационарный лагерь в Якутии, специально открытый для детей с нарушениями речи. Как дети проводят лето с пользой, расскажет Тимур Колмогоров. Погруженные в общий процесс, дети собирают одну деталь за другой. Со временем собранные детали образуют удивительные формы зданий, механизмов, персонажей из игр и мультфильмов. Но наиболее важно то, что они могут собрать своего робота, которого они сразу же могут протестировать на соревновании друг с другом. Одним из конкурсантов предстоящего состязания является Дима, робот которого готов столкнуться с испытаниями. В лагере полно интересных занятий. Например, на таратопках мы исправляем свои речевые ошибки. На крепыше занимаемся физкультурой, играем в разные игры. Вот на робототехнике, в которой сейчас находимся, мы делаем, собираем и тестируем наших роботов. На базе школы, в которой учится Дима, впервые собрали детей из разных уголков республики. Всего их 60 с 7 до 18 лет. Здесь они могли участвовать в разных кружках, где они могли заниматься активными спортивными играми, рисованием, бисероплетением и робототехникой. Данные занятия развивают мелкую моторику, которая напрямую связана с хорошей речью. Занятия проводятся каждый день, логопедические занятия, групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия. Дети поступили к нам, у многих не было звуков сонорных, например, да, сейчас уже звуки у нас появились на этапе автоматизации. Дети уже знают, как положение языка при каждом звуке. Каждое занятие проводится артикуляционная гимнастика, уделяем фонематическому слуху, письменной речи. 3 недели дети жили в новом корпусе республиканской коррекционной школы-интерната, в котором были созданы все условия для проживания. 6-разовое разнообразное питание, хороший сон в спальнях, множество красочных кабинетов и даже выезды в культурные точки столицы. Программа у нас в лагере была очень насыщенной. Каждый день дети занимались с логопедом, посещали различные кружки по робототехнике, бисероплетению, попробовали себя в ресторанном сервисе, также попробовали создавать свои собственные мультфильмы и многое другое. Также дети почти каждый день выезжали у нас на различные экскурсии, например, в зоопарк Ортодойду, в музей «Россия. Моя история», в Царство вечной мерзлоты. Первый в Якутии стационарный лагерь для детей с нарушением речи закончил свою работу, подарив детям не только счастливые воспоминания, но и ровную, красивую речь, которая им пригодится на протяжении всей жизни. Тимур Колмогоров, Арсен Степанов, Якутск. В Сахатеатре на совещании обсудили систему образования Кобяйского района. Присоединились педагоги-краеведы из 3 наслегов – Мкучунского, Ситинского, Куакуйского и из поселка Сангар. Говорили о системе образования УЛОС, о литературном краеведении, о строительстве скверов, памятников и открытии музея. Не обошли стороной и тему патриотического воспитания молодежи. Через 2 года у нас столетие системы народного образования в нашем районе.
на территории нашего Кавяйского улуса первое образовательное учреждение было создано в 1926 году. И мы вот планово готовимся к этой дате. У нас все это планы, комплексные планы уже утвержденные. А работники Минэкологии вышли на субботник, убрались на смотровой площадке птицефабрики. Несмотря на дождь, около 20 сотрудников собрали мусор на территории сопки. Руководитель Якутского комитета госэкологического надзора Кирилл Алчин отметил, что собрали около 3 кубов мусора. Также призвал якутян вести себя благоразумно, особенно в период повышенной пожарной опасности. Очень много мусора и в лесу, и тут и костры сжигают. И я думаю, что в основном жители города Якутска и гости выходят семьями. Поэтому обязательно с собой носите многоразовую посуду. Не оставляйте за собой мусор. Убирайтесь. Ведь когда взрослые, они будут иметь экологическую культуру, дети также будут себя вести. Очень жаль, что у нас пригородные леса грязные. Это все зависит от нас. Чисто там нигде убирают, чисто там, где не мусорит. Одной из самых ярких на играх Дети Азии стала команда Монголии. В составе делегации 63 человека, из которых 45 спортсменов. Каждый из них готов показать свои спортивные таланты. Какие впечатления оставил Якутск у монголов? Об этом в сюжете. Сборная Монголии снова участвует в играх «Дети Азии». Эта команда выступает с 1996 года и ни разу не пропустила соревнования. Так, один из представителей сборной Падбадар рассказал, что знает Якутию как никто другой, так как учился в Чурапчинском институте физкультуры и спорта. Он уверен, что многие монгольские олимпийские призеры начинали свою карьеру именно на играх «Дети Азии». Это «Дети Азии» – это бренд Якутии, якутский, поэтому мы вот очень любим Якутск приехать вот каждый раз, каждый играх. Детский спорт развивается, а вот именно Дети Азии, вот наши для юношеского спорта, юношеских спортсменов, вот первый старт самый большой игр получается. Отсюда вот наши олимпийские призеры вышли, и чемпионы мира, чемпионы мира и чемпионы Азии и так далее, призеры. Много наших спортсменов, первый результат вот от Дети Азии. За все время своего обучения в Якутии Падбадар всегда с интересом наблюдал за спортивными играми. Так, в 2008 году он был зрителем, а в 2012 году уже стал волонтером и сопровождал сборную Монголии в качестве переводчика и всячески помогал им освоиться. А в этом году приехал как руководитель всей делегации. Здесь у меня друзья много, все вот как моя вторая родина, я чувствую вот. Так что у меня все хорошо. Здесь вот спортивные объекты, спорт очень детский спорт, тем более очень хорошо развивается. Вот нам вот из 96-го года мы уже видим, что как здесь развивается. Мое желание, чтобы Якутск еще лучше развивался, да. Много, чтобы страна участвовала, да, соперничество. Как бы соревнования качественнее, еще лучше становится. Сборная Монголии участвует в 9 видах спорта, включая масс-рестлинг, алыш и вольную борьбу. Каждый спортсмен приехал с огромным желанием показать свои лучшие результаты. Мне очень нравится этот вид спорта. Сначала фотографии делал, а потом стал сам тренироваться. Я очень рад участвовать в таких соревнованиях по вольной борьбе. Чем больше я буду тренироваться с тренером, тем чаще буду принимать участие в подобных соревнованиях. На сегодняшний день у Монголии 3 золота, 1 серебро и 9 бронзовых медалей. Здесь для спортсменов есть уникальная возможность продемонстрировать свою подготовку и мастерство, а также узнать что-то новое у своих коллег из других стран. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск. Практикум с олимпийской чемпионкой в рамках 8-х игр Дети Азии Маргарита Мамун провела мастер-класс по художественной гимнастике. О том, что вошло в обучающий интенсив, узнаем в сюжете.
Гимнастика – это не только спорт, но и искусство, требующее самоотдачи, артистизма и стремления к совершенству. Такие качества отметила приглашенная олимпийская чемпионка 8 игр «Дети Азии». Мастер-класс был посвящен основным навыкам и техникам, включая работу с предметами, прыжками, вращениями и хореографией. Когда девочки выходят на международный уровень, у каждого свой стиль, своя программа. У кого-то лиричная, у кого-то экспрессивная, кто-то очень веселый, кто-то заводной, кто-то серьезный, кто-то выступает под классику, а кто-то все вместе. Кто-то берет своей харизмой, кто-то берет своими цирковыми какими-то элементами, кто-то берет красивыми линиями. То есть это очень разносторонний вид спорта. Такие практические тренинги от олимпийских чемпионов и других спортсменов проводятся в рамках 8 игр «Дети Азии». На интенсив к олимпийской чемпионке предварительно проходил кастинг участниц. Для некоторых мастер-класс стал призом за хорошие выступления на соревнованиях. Это всегда дети, которые ходят в спортивную группу, то есть дети, которые посещают, тренируются более 5 раз в неделю, как минимум по 2-3 часа в день. Это дети, у которых что-то уже умеют. Многие тренеры сделали это как приз за то, что дети участвовали в показательных номерах на играх «Дети Азии». Может быть, какой-то приз, в чем-то дети отличились. То есть сюда попали отобранные дети, конечно, да. За 3 часа дети получили достаточно информативный мастер-класс и в теоретической, и в практической части. Среди девочек присутствовали и сами участницы 8 игр «Дети Азии». Я занимаюсь с 6 лет, и я сейчас на мастер-классе у Маргариты Мамон. Мы тут проходили обручи, броски, перекаты. С мячом мы проходим перекаты. Я участвовала на «Дети Азии», в Ульяновске, в Москве, в Китае, в Маньчжурии. На тренингах такого рода юные спортсменки получают уникальный шанс не только позаниматься с олимпийской чемпионкой, но и освоить базовую технику, которую можно будет использовать в будущем в качестве опоры на других масштабных соревнованиях. Александра Котельникова, Григорий Хлопков, Якутск. А в спорткомплексе «Дахсун» завершились финальные поединки игр «Дети Азии» по боксу. На ринге встретились спортсмены в нескольких весовых категориях. Там же в финале выступил боксер из Якутии Айсен Неустроев. Он вышел против представителя Казахстана весовой категории до 52 килограммов. По итогам боя, проявив ловкость и силу, Айсен Неустроев стал чемпионом своей весовой категории. Сейчас очень, как сказать, радостно очень, что я в жизни один раз проводится такие соревнования. Еще «Дети Азии», когда еще младший ребенок, юноша, так можно сказать. Думал, что судьи отдадут ему, а потом, когда тренера пошли, я сразу знал, что я победил по бою. Я все сделал, чтобы победить. До начала финальных боев по боксу Айсен Николаев встретился с генеральным секретарем Комитета Федерации бокса России Татьяной Кириенко. Говорили о будущем бокса как в республике, так и на Дальнем Востоке и России в целом. Кроме того, с этого года планируется грантовая поддержка по программе «Сельский тренер». Такого еще не было. Был сельский учитель, сельский доктор, а вот сельский тренер, я думаю, что с нас потом, с нашего вида спорта возьмут пример и другие федерации. Будет очень здорово. Надо поддержать талантливых тренеров именно в малонаселенных пунктах. Более того, опять же рассказала, что с этого года мы начали подготовку, и в следующем году 130 лет боксу в России. Мы будем, опять же, ездить по городам и весям, и в глубинку обязательно с матчевыми встречами со знаменитыми боксерами, с музеем бокса России и, конечно, с интересными различными инновационными подходами. Также завершилась научно-практическая конференция от международных спортивных игр «Дети Азии» к университетскому спорту. Основными направлениями стало развитие детско-юношеского спорта, введение спортивного образа жизни в массы, а также развитие национальных видов спорта. На пленарной сессии в очном и онлайн-формате приняло участие порядка 110 человек. Это 14 вузов России и Якутии, высшие и средние профессиональные учебные заведения из 7 стран Азии и Восточной Европы. Большую подготовительную работу провели педагоги Чурапчинского института физкультуры и спорта. Массовый спорт по указу президента мы должны развивать до 70% регулярно заниматься физической культурой и спортом. И сегодня, конечно,
мы примем резолюцию, и это даст определенный толчок о развитии физической культуры и спорта. Подведены итоги эстафеты огня игр «Дети Азии». За 100 дней факелоносцы преодолели 37 204 километра. Огонь игр побывал в каждом районе республики. Первыми факел встретили жители Хангаласского улуса, а завершили эстафету в городе Якутске. На всем протяжении огонь игр пронесли 514 факелоносцев, которым помогали почти 1000 волонтеров. Напомню, церемония зажжения состоялась 19 марта у подножия национального достояния Якутии – Ленских столбов. Участвовало очень большое количество людей, как организаторов, так и жителей республики, которые принимали участие или приветствовали огонь. И это мероприятие здорово сплотило жителей, населения вокруг идеи игр «Дети Азии», вокруг олимпийского движения, пропаганды здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта на систематической основе. И, соответственно, мы на нашем итоговом заседании подведем итоги, выразим благодарность тем, кто работали. Государственный цирк организовал для гостей и жителей Якутии незабываемое шоу. Местом встречи стало Талое озеро, где посмотреть на канатоходца собралось огромное количество людей. Подробности представления в материале нашего корреспондента. Show must go on. Это известная фраза в шоу-бизнесе, смысл которой в том, что шоу должно продолжаться, несмотря ни на что. Организаторы циркового перформанса и сам артист, невзирая на сильные ветры в последние дни в городе, решили не отменять долгожданный публикой номер. Мы сегодня немножко с утра волновались, тучи, ветер сильный. До сих пор ветер приходит. Но надеемся, наше небо поможет нам. И этот проект, трюк, переход через Талое озеро впервые состоится. Владимир Степанов, наш канатоходец, должен пройти метров 100 от берега к берегу на высоте около 10 метров над озером, над водой, без страховки, балансиром, правда. Но балансир это для равновесия, но это все равно очень сложно. Искусство хождения по канату, или так называемый slackline, имеет несколько разновидностей. Это lowline, longline, trickline, waterline и самый сложный из всех highline, где высота над землей составляет 10 метров и больше. В случае номера Владимира Степанова совмещены два самых опасных и сложных видов слэклайна – хождение над водой на высокую дистанцию почти на высоте 4-этажного дома. Восторг, восхищение и радость. Такими словами можно описать сегодняшний день. Цирковой перформанс назван на грани фантастики и реальности. Действительно, на наших глазах Владимир Степанов только что совершил чудо. Владимир рассказал нам, что ровно 2 недели назад ему предложили этот проект, от которого он не смог отказаться. Азарт, интерес и риск охватили канатоходца, и он начал свою предварительную подготовку. На интервью он скромно отвечает, что во время прохождения он думал, вот бы не упасть. Особо такого ничего не чувствую, но чтобы пройти нормально, чтобы не упасть, слава богу. Дошел. Труппа цирка радовала зрителей своими неординарными и захватывающими дух номерами. Клоуны на лодках дули мыльные пузыри, проплывая через все озеро, танцоры изображали стерхов, шаманы танцевали с бубном, и, конечно же, не обошлось без символа фестиваля «Мамонтенка». Невозможно отметить, что на фестивале собрана коллекция из лучших цирковых номеров в исполнении артистов из Ближнего Востока. До 7 июля в Государственном цирке будут идти гала-представления победителей циркового фестиваля. Мероприятие, мы участвуем «Дети Азии», международный фестиваль молодежи «Мамонтенок». Очень многих государств приехали с Вьетнама, Китая, Белоруссии, Таджикистана. Очень красивые номера с сложными элементами. Цирк навсегда останется местом, где нет пределов и границ возможностям человека. Мир волшебства, счастья, радости и незабываемых эмоций. Николина Тарасова, Сергей Шипачев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь на нашем канале.